الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижникам, его семье и всем тем, кто последовал прямым путем. За дозволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем проходить и брать правила из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, из Корана. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и все люди узнали, «Кад алима куллу унасин», и все люди узнали машрабахум, где им надлежит пить. Они узнали, где место их питья. Каждый знал, откуда ему пить. И Аллах Тааля говорит: и все люди узнали, где им надлежит пить. Речь пойдет о кораническом правиле, которое стало арабской поговоркой. И оно показывает нам мудрость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в отношении Его творений и помогает размышлять над сутью вещей взвешенно. И данное правило, как мы сказали, уже является частью аята из суры Бакара, из суры Корова. Также оно встречается в суре Преграды в контексте рассказа о том, как пророк Аллаха Муса, алейхиссалям, просил воды для своего народа. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, теперь полностью аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Вот Муса попросил питья для своего народа, и мы сказали, Аллах Тааля говорит: ударь своим посохом по камню. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Из него забили 12 ключей. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. И все люди узнали, где им надлежит пить. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Аллах Тааля говорит: ешьте и пейте из того, чем наделил вас Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Это аят в целом полностью этот аят, и здесь речь идет, приводится история, где Муса, алейхиссалям, попросил у Аллаха питья и еды, у Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля приказал Мусе ударить посохом об камень. И что из этого камня забили 12 ручьев, 12 ключей. И все они потекли по своему руслу. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал, и каждый узнал место, узнал свой ключ, откуда он должен пить. Было равно количеству племен сынов Израиля. Было 12 племен сынов Израиля, и забили 12 ручьев. Чтобы не было давки, и им было легко набирать воду. И чтобы каждое колено из сынов Израиля знало, где ему надлежит пить. То есть Аллах Субханаху ва Тааля порядок установил. И для каждого свое место указал. То есть 12 племен, 12 ключей. И каждый знал свое место, откуда пить. И тем самым они избежали споров, они избежали каких-то очередей
давки и так далее. После этой милости к ним была проявлена щедрость едой разных видов и питьем. Аллах Субханаху ва Тааля кормил их из неба, с неба ниспослал им еду, как это говорится в продолжении аята, без всякого их усердия и пота. Аллах даровал им этот удел исключительно по своей милости. Они были облагодетельствованы тем, что приход к источнику и уход был налажен для них. В их среде был установлен полный порядок, никто никого не притеснял и не ущемлялись права одних за счет других. Причиной было что? Каждый знал свое место. Каждый знал, что ему надо, куда ему надо, как ему надо прийти. И суть этого коранического правила содержится и в другом аяте, в иной формулировке, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куль куллю я'малу аля шакилятиха». В суре Исра, 84 аяте, Аллах Тааля говорит: «Скажи, каждый человек избирает свой путь». Скажи, о Мухаммад, каждый человек избирает свой путь. То есть тот путь и тот способ жизни, к которому он привык и с детства вырос на этом. И каждый избирает свой путь. Смысл этого правила также подтверждается и хадисами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в частности такими словами, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, этот хадис приходит в сборнике имам Бухари и имам Муслима. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: трудитесь, ведь каждому облегчено то, ради чего он был создан. Трудитесь, ведь каждому облегчено то, ради чего он создан. Таким образом, обсуждаемый нами аят, это правило, оно утверждено в шариате разными текстами. В разных местах Аллах Субханаху ва Тааля говорит об этом в виде кратких предложений и емких фраз. И далее мы затронем применение этого правила в жизни. В частности, попытаемся раскрыть отрицательные последствия и упущение определенных выгод и благ в случае его несоблюдения. То, чего человек будет лишаться, то, чего общество будет лишаться, если оно не будет следовать этому правилу. Первое, мы привели аят, где Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что каждый из них знал место, где он будет пить, то есть где ему надлежит пить. Второе, мы привели слова Аллаха Субханаху ва Тааля, где он говорит, каждый человек избирает свой путь. И то, что каждый человек знает место, где ему пить, это тоже указывает на определенный порядок, на определенные знания, умения, легкость в каком-то пути, порядки. И третье, мы привели хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: трудитесь, ведь каждому облегчено то, ради чего он был создан. И очень важно, что мы можем вывести из этих аятов и из этих хадисов. Важно, чтобы человек понял, каким даром и индивидуальными способностями наделил его Аллах. Чтобы реализовать все это в соответствующей сфере. Ведь бесспорно люди отличаются друг от друга талантами, возможностями. Мы все отличаемся. И где Аллах Субханаху ва Тааля в аяте говорит, что каждый человек избирает свой путь. То есть и человек должен избирать тот путь, который ему облегчено. Как на этом указано в хадисе: трудитесь, ведь каждому из вас облегчено то, ради чего он был создан. Также 12 ключей, которые были у Бану Исраиля. У каждого был свой ключ, и каждый знал, куда он должен подойти, который является его ключом. И люди отличаются друг от друга талантами, возможностями, а человеческое совершенство было присуще лишь пророкам. Да благословит их всех Аллах и приветствует. Своеобразно, у него свои черты характера, свои возможности, свои таланты. И человек должен на это внимание обращать, как это было указано в выше приведенных аятах и хадисе, которые мы привели. И человек, он должен обращать внимание на то, что ему облегчено, то, что ему Аллах Субханаху ва Тааля открыл.
что ему дается наилучшим образом с целью выбрать для себя определенные направления и трудиться в этом направлении и быть полезным для мусульманской общины. И следует отметить, что задача заключается в том, чтобы не просто работать, а быть именно энергичным, усердствовать в этом пути. И изучая жизнь сподвижников, радийаллаху анхум, несложно заметить, мы можем заметить, как они придерживались этого правила, где Аллах субханаху ва тааля говорит, все люди знали, где им надлежит пить. Каждый человек знал свое место, свое предназначение. Они специализировались в определенных ремеслах. Сподвижники, радийаллаху анхум. Кто-то был точильщиком, кто-то приучал лошадей, кто-то был торговцем, кто-то писал стихи. Да, кто-то писал стихи, кто-то был послом, кто-то еще чем-то. Кому что было облегчено, кто-то вел переговоры. И каждый усердствовал в том, в чем ему было облегчено, в том, в чем ему открыл Аллах субханаху ва тааля. И у каждого есть свой талант какой-то, у каждого есть своя какая-то сильная сторона, которую Аллах субханаху ва тааля открыл. И также сподвижники, радийаллаху анхум, они усердствовали в том направлении, которое им был облегчен. И приведем интересную историю, о которой рассказывается в книге Ибн Абд-аль-Барра. Однажды известный своим поклонением Абдуллах ибн Абдуль-Азиз написал письмо имаму Малику. Человек, абид, поклоняющийся Аллаху, известный своим поклонением. То есть он был известен с тем, что он поклонялся Аллаху субханаху ва тааля, то есть всегда был в поклонении. Абдуллах ибн Абдуль-Азиз написал письмо имаму Малику. Имам Малик, мы знаем, это основатель одного из 4 мазхабов, в котором побуждал, то есть Абдуллах пишет имаму Малику письмо, побуждая его к уединению, побуждая и призывая его к уединению и усердию, советуя не собирать вокруг себя людей. И имам Малик ответил ему так. То есть тот человек, Абдуллах ибн Абдуль-Азиз, был известен тем, что он поклонялся Аллаху, всегда был в поклонении, в намазах, в зикрах, в уединении с Аллахом субханаху ва тааля, и был известен этим, и это ему было легко, и он этим занимался, то есть он в этом усердствовал. И однажды он захотел сделать насиха имам Малику, написал письмо: имам Малик, оставь это, займись собой, займись поклонением, уединись. Имам Малик ему ответил так: поистине, имам Малик отвечает, поистине Аллах распределил деяние, подобно тому, как распределил пропитание. Одному лучше дается намаз, имам Малик говорит, одному лучше дается намаз, но хуже дается пост. Другому лучше дается пожертвование садака, но не дается держание поста. Мы сейчас говорим, здесь я немножко остановлюсь, то есть от слов имама Малика объясню. Мы, в первую очередь, будучи мусульманами, должны быть правильными мусульманами такими, каким должен быть мусульманин. То есть здесь, когда и говорится в этих словах, когда говорится про пост, про намаз, про садака, это не говорится про обязательные посты, про обязательные намазы, про обязательные закят. То есть одному лучше дается намаз, другому хуже дается пост. Это не значит, что кому хуже дается пост, он его должен оставить. Нет, Рамазан ты его держишь, это обязательная часть. Здесь говорится о том, чем человек как бы известен, да? Например, есть сподвижники, которых мы знаем, что они усердствовали в чем? В сражении на пути Аллаха субханаху ва тааля. Как Халид ибн аль-Валид, у которого на теле не было живого места, которое бы не получило ранение. Он усердствовал в этом. И мы знаем, что он из Корана знал очень мало. Но усердствовал в чем? В сражении на пути Аллаха субханаху ва тааля. Но это не значит, что он намаз не читал. Нет, обязательное мы должны выполнять. То есть мы должны быть в первую очередь мусульманами. Фундамент у каждого должен быть. Потом уже дополнительные вещи уже кому что облегчено. И здесь как раз имеется в виду о дополнительных поклонениях, о дополнительных вещах. И имам Малик говорит, одному лучше дается намаз, хуже дается пост. Другому лучше дается пожертвование, но не дается держание поста. А кто-то, например, более успешен в борьбе, но слаб в молитве. Распространение знаний, конечно, одно из самых достойных дел. И я доволен тем, что даровал мне Аллах в этом. И я не думаю,
я не думаю, что-то, чем занимаюсь я, хуже того, чем занимаешься ты. Что то, чем занимаюсь я, хуже того, чем занимаешься ты. Я надеюсь, что оба мы в хорошем, благом положении, и каждому из нас нужно удовлетвориться тем, что ему дано, и в завершении мир. И тем самым завершает имам Малик свои слова. То есть Абдуллах ибн Абдул-Азиз захотел наставить имам Малика, сказав: оставь это, займись этим. Но то, чем занимался имам Малик, оно не менее важно того, чем занимался Абдуллах ибн Абдул-Азиз. И то, чем занимался Абдуллах ибн Абдул-Азиз, не менее важно, чем то, чем занимался имам Малик. И поэтому имам Малику был облегчен путь знаний. Аллах Та'аля открыл ему это, и ему было открыто то, что он распространял знания, брал знания и распространял, и он в этом усердствовал, потому что ему было в этом облегчено и открыто. Аллах Субхану ва Тааля открыл ему. Другому человеку было облегчено в том, что он усердствовал в поклонении всегда. Уединялся, был в поклонении, ему было облегчено в этом, и он занимался этим. И как красиво сказал имам Малик: я не думаю, что то, чем занимаюсь я, хуже того, чем занимаешься ты. Я надеюсь, что оба мы в хорошем, благом положении, и каждому из нас нужно удовлетвориться тем, что ему дано. И ответ имама Малика свидетельствует не просто о его знаниях, а говорит о его высоком интеллекте, уровне нравственности, как он это объяснил, и прекрасном понимании вопроса. И еще раз хочу повторить, то есть дальше мы можем привести примеры также с ремеслом человека. Тебе облегчено, например, ведение торговли. Вот ты хороший торгаш, покупаешь, продаешь, выгода хорошая. Все, следуя этому правилу, тебе, значит, облегчено в этом, ты должен этим заниматься. Но это не значит, что ты должен оставить обязательное поклонение. Ты в первую очередь должен быть мусульманином. Мусульманином должен быть. А потом уже в дополнительных вещах ты усердствуешь в том, в чем тебе облегчено. Мы знаем, мы не ограничиваемся только фардами. Мы же не ограничиваемся только фардами. Мы делаем дополнительно, мы всегда находимся в поклонении, мы всегда находимся в старании, мы всегда находимся в каком-то деле, в том, что будет нам приносить пользу. И каждый должен вот в этих вещах стараться в тех вещах, в которых ему облегчено. И не нужно упрекать человека, например, кто-то, мусульманин, альхамдулилля, совершает пятикратный намаз, фарды выполняет, то, что на нем возложено, он выполняет все, но занимается торговлей, и в этом только его профиль — это торговля, это ведение бизнеса. Но ты его, например, не увидишь, чтобы он выстаивал нафиль намазы, например. Но, альхамдулилля, он занимается этим, ему это облегчено, и он занимается тем самым благотворительностью, ему это облегчено. Кто-то, как мы сказали, привели пример с подвижниками, кто-то из них занимался борьбой на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Он не сидел в кружках ученых, не получал знания с утра до вечера, но он был в борьбе на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Это ему было облегчено, это ему было открыто, стратегия, ведение правильной тактики и так далее. Он занимался своим делом. Те, кому было открыто получение знаний, они занимались получением знаний. И здесь то есть важно понять, что в первую очередь мы должны быть мусульманами. То есть если, например, человеку открыто, здесь дальше, иншаллах, примеры придут, человеку открыто, например, он разбирается в медицине хорошо. Человек с таким уклоном разбирается хорошо в медицине, может принести хорошую пользу. Альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля облегчил ему, значит, ему надо заниматься этим, пусть развивает это в себе. То есть ему, значит, не надо лезть в автосервис и начинать чинить машины там, да? Если тебе Аллах Субхану ва Тааля открыл понимание в медицине, значит, тебе этим нужно заниматься. Но в первую очередь, до этого всего, тебе нужно быть правильным мусульманином, таким, каким должен быть мусульманин. Выполнять те обязанности, которые на тебе возложены. Это в первую очередь. И также вопрос воспитания детей. Возвращаясь к воспитанию детей. Мы строим планы, хотим, чтобы кто-то уже хочет, чтобы его ребенок достиг определенных достижений в этом вопросе. И зачастую родители беспокоятся за его финансовое положение, за его, где он будет работать, сколько ему получать, где он будет жить. Но до этого всего, пока ты дашь направление своему сыну или
поможешь ему в том направлении, которым ему облегчено из мирского, до этого всего ты должен в нем создать фундамент мусульманина. Фундамент ислама должен быть в первую очередь. Пусть он будет, если ему открыто в медицине, пусть он будет хорошим медиком, но до всего этого он должен быть хорошим мусульманином, правильным мусульманином. И приоритетность здесь остается. То есть это мы здесь просто говорится, истории приводятся или говорится о вещах дополнительных, нафиль или дополнительных. То есть по умолчанию именно обязательные части, обязательные вопросы, которые должен знать мусульманин, которые он должен выполнять, это обязательно. И поэтому сначала мы воспитываем в себе в первую очередь, а потом в своих детях ислам, то есть воспитываем себя на тех обязанностях, на тех приказах, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам возложил, чтобы мы их выполняли должным образом, а потом уже идем в ту сторону, которая у нас облегчена. И поэтому воспитание детей тоже это важно, чтобы в первую очередь мы воспитали именно со стороны ислама, а потом уже религиозного воспитания, он лишает многого также себя, он лишает блага себя. После смерти человека те благие деяния, те айбадаты, которые будет выполнять его ребенок, после твоей смерти награда будет идти тебе. Но если ты не научил своему ребенку, если ты ему не дал должного воспитания, то ты будешь лишен этой награды. И человек будет сожалеть. Поэтому мы должны воспитывать в своих детях в первую очередь основу, стержень – это ислам, а потом уже направлять их в ту сторону, в которую им облегчено, в которую Аллах Субхану ва Тааля открыл. Ты смотришь на ребенка, он творческий человек. Значит, его не надо засовывать в математику, не надо засовывать в какие-то науки. Он творческий человек, может что-то изобрести или что-то такое. Да. Если кто-то видишь ребенка, он усердствует в науке, ему легко получать знания, он трудные вещи понимает легко, значит все, его надо направить на изучение религии или того, что ему облегчено. Не надо его засовывать куда-то, потому что Аллах Субханаху ва Тааля создал человека каждого с каким-то направлением, и каждый должен усердствовать, трудиться в том, в чем ему облегчено, как на это указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в наше время мы часто наблюдаем подобные взгляды на недальновидность, которых указал имам Малик в своем ответе. Мы можем встретить, читая статьи даже, например, какого-то человека, который специализируется в одной вещи. Давайте религиозным возьмем, да? Например, человек, который специализируется в фикхе, он считает, что самое важное – это специализироваться в фикхе. И того, кто занимается, например, другой, там специализируется, например, в адабе или в этом, он говорит, нет, самое важное изучать фикх, и надо изучать фикх. Тот, кто специализируется в акиде, он говорит, самое важное это акида, фикх это второстепенно. И каждый как бы свое защищает и думает, что самое важное это то, чем он занимается. Каждый думает, что самое важное это то, чем он занимается. Подобно тому, как Абдуллах написал имам Малику: оставь людей уже, хватит тебе в кругу людей сидеть, займись собой, иди поклоняйся. И то полезно, и это полезно. Если имам Малик, если сейчас не будет ученый давать знания, а будет заниматься только собой, уединением, что будет после этого? Человек поклоняется абид, альхамдулилля, он у Аллаха Субханаху ва Тааля в большой степени тоже получает пользу и тоже будет награжден, как на это указал имам Малик. И поэтому все нужно. И каждый должен заниматься тем, в чем ему облегчено. И как здесь приводит автор пример, например, кто-то, кто занимается получением знаний, он получает знания, а кто-то, например, в борьбе на пути Аллаха находится все время. И он говорит, оставь это, займись знанием, получай знания. Или другой говорит, что ты сидишь с утра до вечера, получаешь знания, займись лучше делом, иди. И каждый кого-то пытается обвинить и пытается, чтобы он как бы начал делать то, что он делает. На самом деле нет, каждому что-то облегчено, и каждый должен заниматься в той сфере, в которой ему облегчено. И на это указывают аяты, которые мы привели, и на это указывает хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который мы с вами также привели.
вышесказанные поясняют следующие слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит: того, кто потратил пару, вот смотрите, как звучит хадис, того, кто потратил пару на пути Аллаха, призовут в раю. Пару. И здесь мухаддисы, которые объясняют, они говорят, то есть, например, пару динаров, или пару дирхамов, или 2 рубашки, или прочитал 2 раката намаза, или продержал 2 дня поста, или совершил какое-то поклонение. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничил определенной какой-то вещью. Он сказал того, кто потратил пару на пути Аллаха. Пару чего? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не обозначил. Может быть, это деньги, может быть, это время, пару часов, может быть, это пару чего-то, может, это ты 2 раката намаза совершил, 2 дня уразы подержал. И посланник Аллаха сам говорит: того, кто потратил пару на пути Аллаха, призовут в раю. Тем самым этот хадис указывает нам, то есть тот человек, в чем ему облегчено, он это пусть совершает. О раб Аллаха, его призовут и скажут: о раб Аллаха, это благо. И того, кто был из числа молившихся, тот, кто был из числа молившихся, его позовут из врат молитвы в рай. Того, кто был из числа сражавшихся, позовут из врат сражения. Того, кто был из числа дававших милостыню садака, того позовут из врат милостыни. Того, кто был из числа постившихся, позовут из врат ар-райян. И смотрите, пророк саллаллаху алейхи вассалям здесь объясняет, то есть кто усердствовал в намазе, его в рай позовут через врата намаза, кто усердствовал в одном, ему через другие врата. И каждый войдет через те, в чем он усердствовал. И поэтому каждый человек, он выбирает то, в чем ему легко. Все охватить получится ли? В продолжении хадиса Абу Бакр, радийаллаху анху, спрашивает: о посланник Аллаха, для кого-то бы ни было, кого позовут из этих врат, нет необходимости в других вратах, но позовут ли кого-либо изо всех этих врат? То есть, если кого-то, он говорит, если кого-то из одних врат позовут, то ему нет нужды, чтобы ему звали из других врат. То есть, он и так заходит в рай. Ему не нужды, чтобы его с других врат взяли. Но Абу Бакр спрашивает: но позовут ли кого-либо изо всех врат? Из всех. И из врат намаза, и из врат, которые постящихся, и из врат, которые милостыни, и из врат, которые давали садака и так далее. Кого-нибудь позовут ли изо всех этих врат? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: да, будут такие люди. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: я надеюсь, что ты будешь из них. Этот хадис приходит в сборнике имам Бухари и сборнике имам Муслима. То есть и каждый человек зайдет в рай из тех врат, в которых он усердствовал. И как Абу Бакр говорит, если его позовут уже из одних врат, нету нужды, чтобы его звали из других врат. Поэтому вот кому-то облегчено, Аллах Субханаху Тааля дал ему здоровье, и он может держать пост. Понедельник, четверг, через день, пост Дауда. Держи, Аллах Субханаху Тааля тебя облегчил. Но ему трудно вставать ночью на тахаджуд намаз. Хорошо, тебе облегчено уразу держать, держи уразу, занимайся этим. Тебе облегчено выстаивание молитвы, ты можешь ночью не спать, тебе легко это, высыпаешься быстро, но тебе уразу держать тяжело. Облегчено тебе, Аллах Субхану открыл тебе, займись этим, это твое дело, значит. Аллах Субханаху Тааля дал тебе имущество, тебе легко это, и тебе легко расходовать это имущество, отдавать это от себя, легко очень. Расходы, значит, Аллах Субханаху Тааля открыл тебе, но ты не можешь, у тебя нет времени выстаивать ночи в молитвах, у тебя нет времени, не получается выстаивать днем намазы дополнительные, у тебя не получается держать пост по состоянию здоровья или по другим причинам, но тебе облегчено вот это. Все, используй это твое, значит. Аллах Субхану Тааля открыл, и Аллах Субхану Тааля каждому человеку дает, облегчает ему какой-то путь. Каждому человеку Аллах Тааля дает какую-то отрасль, какое-то направление. Самое важное, чтобы человек это направление, эту отрасль нашел в себе и использовал это. А не так, что ничего не делает человек, или не обращает на это внимания, или пытается зайти в ту дверь, которая ему не открывается. Вот ему открыта одна дверь, но туда не идет, он в другую дверь хочет зайти и бьется. Но не может, потому что Аллах Субхану Тааля не открыл ему эту сторону. И Ибн Абдуль-Бар, комментируя этот хадис, сказал, он указывает на то, что все благодеяния, как правило, не даются одному человеку. Все благодеяния одному человеку не даются. И, как правило,
если кому-то что-либо дано, то он оказывается лишен большей части другого. Если, например, Аллах тебе в чем-то дал чего-то много, в другой вещи, значит, ты немножко лишен чего-то. В другой вещи тебе Аллах дал, расширил что-то, да, больше дал, тебе в другой вещи будет где-то меньше. А все сразу это дается немногим. Немногим дается все сразу. А Абу Бакр из числа этих немногих. Как на это указал имам Абдуль-Бар. В нашей жизни можно найти много примеров того, как мусульманская община лишается человеческого потенциала по причине непонимания сути обсуждаемого нами правила. Бывает, встречаешь молодого человека с проницательным мышлением, прекрасной памятью, способного учиться и добиваться успехов в науке. Но когда он начинает это делать, мы видим, что у него это получается хорошо, он запоминает хорошо, он понимает все, он может в этом достичь успеха, но потом мы видим, что приходит кто-то и начинает его тянуть в другую сторону. Даже родители иногда бывают эти люди. Вот ему все, у него получается, он может через 2-3 года Куран хафизом станет, но нет, родители берут его и в другое. Вот это ошибка. Ты должен использовать и направлять себя и своего ребенка в том, что ему облегчено. Аллах субхану ва тааля облегчил ему, если у тебя у ребенка хорошая память, если он хорошо запоминает, он молодой еще ребенок, у него есть время, все, пусть он занимается этим. И надо значит, нажимать на это. Если Аллах субхану ва тааля открыл ему в другом в чем-то, то есть, как мы сказали, там, стать хафизом, стать ученым, это не обязательно, но Аллах субхану ва тааля не открыл ему, он не усидчивый, не сидит, значит, как минимум он что-то должен получить, фундамент, мы сказали, всегда должен быть, читать научился и так далее, Коран читать умеет, какие-то суры для намаза достаточно знает, и смотришь, что ему Аллах субхану ва тааля открыл другое, и направляешь его туда. Тот факт, что сподвижники специализировались в разных ремеслах, как было упомянуто об этом выше, подчеркивает важность правильного понимания этого аята, чтобы не погубить потенциал, который в человеке. И в этом потенциале мы остро нуждаемся. Если каждый будет на своем месте, каждый будет знать, кто он и где он, и что его, что не его, будет порядок. Как это было в аяте. Каждый из них знал, откуда он должен пить. И не было смешания, не было каких-то споров, драк, давки и так далее. Каждый знал, куда ему подходить. Если каждый будет знать, чем он может быть полезен, и что он умеет делать, и что он может делать, и будет заниматься этим делом, и каждый так будет делать, то общество обретет полноценность. Все брежи в обществе будут закрыты. Потому что в каждой сфере будет кто-то, и каждая сфера будет закрыта. И общество будет здоровым, если каждый человек будет заниматься тем, что ему облегчено. Особенно это важно в наше время, когда появился широкий спектр специализации, появились самые разные способы помочь исламу, помочь мусульманам и быть полезным для людей. А обретет успех в этом тот, кто поймет, что он может делать наилучшим образом, и направит это на службу своей религии и исламской нации. Как сказано в одном из сообщений, поистине Аллах любит то, когда кто-либо из вас делает что-либо в совершенстве. Аллах субхану ва тааля любит, когда кто-либо из вас делает что-либо в совершенстве. А как может добиться совершенства человек, который не может наилучшим образом работать над тем, с чем он имеет дело? Поэтому, если ты работаешь в каком-то отрасли, например, или в какой-то отрасли ты занимаешься, но ты не можешь выполнить это наилучшим образом, то ты не сможешь достичь совершенства. Поэтому займись тем, что тебе полезно, и в том, что Аллах субхану ва тааля тебя облегчил. И все вышесказанное лишь часть из того, к чему наставляют и ведут аяты, где Аллах субхану ва тааля сказал: «И все люди узнали, где им надлежит пить. Скажи, каждый человек избирает свой путь». А также хадис, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Трудитесь, ведь каждому, главное, чтобы человек трудился. Главное, чтобы человек трудился.
чтобы он проявлял усердие, чтобы он старался. Трудитесь, ведь каждому облегчено то, ради чего он был создан. Аллах Та'аля тебя создал для чего-то, ради чего-то. Трудись просто. Аллах Субхану Та'аля открыл для тебя уже что-то. Дело за нами. Призадумаемся ли мы, вникнем ли мы в это откровение, которое Аллах Субхану Та'аля нам дал, для того, чтобы эффективнее использовать имеющийся у нас потенциал, имеющие у нас силы, имеющиеся у нас возможности. И поэтому это касается и каждого из нас, и это касается также метода воспитания детей, чтобы каждый занимался тем, что ему облегчено, и в то, что ему Аллах Субханаху Тааля открыл. Ва акулю каули хада ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаирил муслимина фастагфируху иннаху хувал гафур рахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху